Вторая мировая война. Для Казахстана это было не просто сражение на фронте. Это была борьба целого народа за жизнь, за выживание, за будущее. В 1941 году 1 400 000 мужчин были мобилизованы на фронт. Это более 70% всего мужского населения. Для сравнения, в США тогда проживало более 140 миллионов, и они отправили на войну примерно столько же людей. Кто остался в Казахстане? Женщины, дети, старики и инвалиды. И именно на них легла вся тяжесть тыла. В первые годы войны у казахских колхозов изъяли 14 000 тракторов, 150 000 лошадей, 16 000 повозок. Техника ушла на фронт. Землю приходилось пахать вручную. Государство требовало: сейте больше, отгружайте зерно, выполняйте и перевыполняйте план. Но кто его будет выполнять? Женщины работали в поле днем, у станка ночью. 12-летние дети становились доярками, механизаторами, грузчиками. Старики на волах и пешком везли грузы на сотни километров. Норма хлеба 100 грамм в день. Люди питались лебедой, корой деревьев, варили кожаные ремни. Не по официальным данным, десятки тысяч детей, стариков и женщин умерли от голода и болезней. Но эти цифры до сих пор не признаны официально. Почему? Потому что большая часть архивов, связанных с тылом в годы войны, засекречены до 2045 года. Что там скрывают? Почему мы до сих пор не знаем, какой ценой был достигнут тыловой подвиг? После войны казахстанцев ждал еще один удар – поднимать из руин города Советского Союза – Киев, Сталинград, Смоленск, Минск. Казахстан направил более 13 000 женщин и девушек на восстановление разрушенных территорий. Многие из них не вернулись. Кто-то погиб от болезней и тяжелого труда. Кто-то остался в незнакомых местах навсегда. Где они? Почему нет сведений? История молчит. Мы знаем имена героев фронта. Но знаем ли мы имена тех, кто умирал от голода, кто выращивал хлеб на обугленной степи, кто ковал победу, не выходя из дома? Победа ковалась не только на фронте. Она рождалась в тылу, там, где было голодно, там, где не было оружия, но было мужество, терпение и вера. И если мы забываем про этих людей, мы теряем часть победы. Сейчас время вспомнить, чтобы не повторилось.